утро, друзья! И Дикхелшин, с вами снова Лера. Видите, у меня пошли огородные работы. Трактор делает ряды. Будем сажать картошку. Так, еще бы мусор выкинуть, было бы здорово все. Так, друзья, видите, какая погода? Распогодилась, солнышко, весна. Все-таки весна. Вот так вот. Хорошо. Так, как видите, палисадник мне хорошенечко мальчики почистили. Деревья я уже показывала, отрезали. Участок, вот видите, освободился. И теперь я хочу побелить деревья, но для этого мне нужно загасить известь. Значит, закинула я сюда тень, и звездку кулечек купила, и вот кипяченая вода. Сейчас буду горячий кипятком прям заливать, известь лучше гасится, если вот кипятком его заливать. Так, ну выключу, потому что я боюсь и себя забрызгать, и телефон забрызгать. Так вот, загасилась известь. Теперь буду ждать, пока она чуть-чуть остынет. Ну, я долью холодной водой, пока займусь своими делами. Так. Хоть и солнышко, но все-таки прохладно. У меня нос замерз. Холодновато. Как видели, уже мне ряды сделали. Я скоро пойду в огород, покажу вам. Сейчас все, не буду время зря отнимать. Пошла я. Так, Каспер тоже пришел. Видите, палисадник. Посмотрите, как у меня расцвел крокус один. Их тут много, но видите, потому что тень от этого дома. И все-таки вот такая вот красота у меня расцвела. У меня их тут много, конечно, не знаю. Посмотрим, что выйдет. Вот видите, тюльпаны проклевываются, друзья. Те, что я сажала осенью, тюльпаны проклевываются. Так, розы. Я не умею ухаживать за розами. Видите, но живые они проклюнулись тоже немножечко. Вот тоже роза проклюнулась. Так, мама там с кем-то по телефону общается. Она плохо слышит, поэтому громко говорит. Так, что-то я не вижу, чтобы эта роза была живой. Не знаю, не получается у меня розы, друзья. Сколько не стараюсь. Это живая. Так, ну вот так вот. Тюльпаны, как видите. Они бы еще больше бы выросли, но тень от этого дома, видите, они мне его практически построили прямо перед моим носом. Поэтому очень плохо. Там у меня еще пионы вот прямо у забора. Они такие шикарные. У меня раньше были кусты. Но вот видите, вот как тень, как раз полоса тени там, где эти пионы. Не знаю, мне надо будет что-то да как-то пересаживать, переделывать. Я даже не знаю, что делать с этим палисадником. Вот так вот, друзья. Так, пойду дальше показывать вам, что я буду делать. Многим моим подписчицам нравится, что я показывала. Тихо. Нет, еще сегодня не поела и не кормила. Ну-ка, тихо. Особенно Галине нравятся голошеечки. Галина, опять обзор голошеек для тебя. Видите, у меня тут два цыпленка. Перевертыши, как я называю, ну, по-моему, их вообще называют кучерявыми. Видите, вот черненький и серенький такой тоже кучерявенький. Вот они, голошеечки. Она мне очень нравится. Ну, когда сюда, я их пропоила 5 дней бойкотом. Теперь буду поить, не буду, а пою уже 3-й день витаминчиками, друзья. И машина, мне кажется, они намного быстрее и лучше. Но, конечно, если бы еще на травку они бы вышли, это было бы вообще здорово. Друзья, вы видите, я с утра еще ничего не ела. А уже 11 часов. Можно даже обедать. Не то
что завтракать. Дело в том, что мои мальчики вышли на работу. Сегодня первый день. Ну, вчера был первый день, вчера они так пошли, сделали там подготовительные работы, которые им нужны. Ну, мальчики, это сын, который приехал у меня из Москвы, и мой дилер с ним, и племянник моего мужа. Короче, они втроем вышли сегодня на работу. Алхамдулилlah, работу он нашел, в Москву пока не собирается. У меня душа тоже на месте из-за того, что он дома. Ну и, в принципе, то, что нашел работу. Будем надеяться, что у них все хорошо сложится, что работа будет нормальной. Я надеюсь, вы все пожелаете удачи моим ребятам. Сказать мальчики, конечно, это уже слишком для них, это уже взрослые мужчины. И, вы знаете, я покормила их, они рано утром поели, и мама с ними поела, короче говоря, а я не успела. Я их обслужила, мне надо было им готовить на обед что-то послать. Как раз у меня были замороженные котлеты, я пожарила им котлеты, короче, собрала сумку на обед, пока с птицей, с коровой, все вместе, и я не позавтракала. И, представляете, уже 15 минут 12 я не завтракала еще. Так что вспомнила, что у меня вчерашняя стоит черемша, поставила ее разогреть и хочу туда вбить 2 яйца. Я как-то это вот так вот делала. Никогда раньше с черемшой яйца не делала. Я знаю, что в чеченской кухне это практикуется, но я не делала. Я не знаю, как они, я даже не смотрела. Я просто делаю на черемшу глазунью еще, и мне очень понравилось, несколько раз вот так вот делала. Черемша еще есть. Вы видели, что я ее позавчера покупала. Чищенная черемша стоила 160 рублей. Нечищенная была и по 100, и по 110, где как. И причем она еще не постель, ну как сказать, не пошла еще в листок. Обычно же черемша уходит в лист, а на сей раз еще нет. Потому что снег у нас был, весна холодная. Сейчас я поем черемши с яйцом. И вы же видели, что я вчера выпустила ролик, что покупала черемшу. Я ее буду замораживать. Никогда, друзья, не замораживала. Просто она у меня стояла очищенная немножко на улице и замерзла. Думаю, посмотрю, что будет. Пожарила на обычно, как обычная. А потом пошла, опять-таки, по просторам Ютуба, а там замораживают наши девочки. Черемшу я не слышала, что замораживают, что маринуют, да. Мариновать в этом году не буду заморачиваться, просто, друзья, нет времени. Очень хотела хотя бы банок 10 литровых сделать, но вряд ли. Я просто физически не успеваю. Тем более, что сейчас мальчики вышли на работу. Мне их надо рано утром кормить в одно и то же время, конечно. Пищит у меня инкубатор. Вчера запустила инкубатор с гусиным яйцом. Мыла гусиное яйцо вчера. И расскажу, что еще вчера делала. Вчера вышел ролик, который я снимала позавчера. Вчерашний день я опять ничего не снимала. И вот сегодня опять, не помню, 27-е, по-моему, сегодня число. Да, 27-е. И хочу рассказать, что произошло, пока жарится для меня яичница. Что было у меня вчера. 25-го вечера, ну уже даже ночью, мне сказали, что позвонили с кафе девочки, которые со мной работали. И сказали, что у моей, можно сказать, даже подруги, но мы вместе работали 2 года с ней, повара, мясного повара, что у нее умерла мама. И что все девочки собираются к ней на похороны. Этот Марем, повар мясной, работала в этом кафе долго, короче. Ну, она уходила, приходила, но по количеству времени, по-моему, лет 6, по-моему, все, если не 8, работала в этом кафе. И с ней работающих нас девочек было много разных, которые уходили, приходили. Ну, короче, я и еще одна, которые не работали на данный момент, поехали, и девочки, которые на данный момент работают. У нас было 7-8 человек, короче, мы собрались, поехали к ней на похороны. И с нами еще работала, ну, с ними она работала опять-таки долго, но при мне она работала несколько месяцев только. Женщина тоже на посуде была, посуду мыла. Оказывается, и у нее в этот же день умерла мама. Такое совпадение. И я поехала, мы встретились в кафе, где я работала.
Мы поехали в Карца, это в Осетию, ну, рядом с Владикавказом. Оттуда поехали в Сурхахи. И эта дорога, и эти сами похороны, и само это, я не знаю, со мной вот что-то было непонятное. Даже вечером, узнав, что у Маринки умерла мама, мне как-то все перевернулось, и утром было давление высокое, выпила таблетку, но я так и чувствовала, что оно не упало. А еще и эта дорога утомительная, с одного конца, считай, ну, с Осетии в Ингушетию. Было плохо, честно признаюсь, приехала часа в 3, и опять-таки у меня без обеда все были, я не успела утром приготовить обед. Пока я приготовила, да, пожарила эту салатку, друзья, мне понравилось, только там, по-моему, немножечко тоненькие косточки, у минтая меньше косточек, а так очень вкусная рыба. Покупать можно, тем более за 160 рублей, мама вообще обожает очень рыбу. Вот так вот вчера у меня прошел день, пока приготовила, пока убралась, пока снова похозяйствовала, ничего не снять, ничего не делать, и голова болела ужасно. И вы представляете, я легла где-то часов 6, просто думаю, часов полежу, я просыпаюсь, 8:30 ночи, 3 часа проспала, как убитая, ничего не слышала. После 9 я же уже выспавшаяся, перемыла яйцо, положила, запустила инкубатор. Был у меня еще заказ на котлеты из килограмма фарша, сделала из килограмма котлет на заказ, но тоже снимать не стала. Я была такая, знаете, непонятная никакая, поэтому не захотелось мне, чтобы вы меня видели в таком виде. И легла снова в 2 часа ночи. Короче говоря, пока я тут управилась, пока то и все. Утром меня уже не я их бужу, а меня мой сын будет. Мама говорит, ты что лежишь? Я говорю, что такое? Уже 8 час. И я бегом, короче, поэтому я не успевала утром и даже не позавтракала. Так, моя яичница готова. Вот такие вот дела, просто меня очень сильно расстроила смерть, конечно. Ну, вы сами меня понимаете. Так, ну ладно, сейчас я позавтракаю, а потом буду мыть и замораживать черемшу. Ну, как мыть не покажу, а как я ее положу в этот контейнер. Вчера купила, как раз ехала домой с похорон, заехала в упаковочный, купила упаковки для, ну, и для своих полуфабрикатов, и для того, чтобы не замариновать, а заморозить черемшу. Вот так вот, друзья. Ладно, давайте со мной завтракать. Я бы с удовольствием с вами бы позавтракала, хотя бы с кем-то. Черемшу я помыла, одну партию. Ее сейчас немножечко, хотя вода уже истекла с нее, но положу, расстелю, чтобы было, ну, высохло, чтобы не было влаги. Эту черемшу я буду пропускать через мясорубку, обильно посолю, заодно помыла и баночки, положу в баночки и поставлю пока в холодильник. Пипикает еще у меня инкубатор со вчерашнего дня, не наберет для себя температуры нужной. Вот пока эта температура не наберется, он вот так вот пищит. Так, что еще? И вчера мне пришла такая идея, вернее, не мне, а мне ее подсказали, что обычно я вот так вот баночки прималываю в баночки и в холодильник. И эти баночки много занимают места. А вчера мне сказали, что есть в этих упаковочные, продаются для соевого соуса маленькие вот эти вот, ну, когда для суши, когда делают, пластмассовые штучки маленькие, как раз, ну, вот такие вот объемом, чуть поменьше, может быть. Куплю такие, тоже обязательно куплю и буду, переложу в них, они, считайте, одноразовые, потому что много ее не едят же, она идет как соус там, к мясу или к чему-то. И положу вот эти вот штучки и уже в морозильник. Потом эти маленькие положу в одну упаковку, такую, ну, пластиковую, которая, и положу в морозильник, и будет удобно. Так что, а пока просто сегодня у меня их раз нет, но заняться и убрать черемшу надо. Эта черемша, друзья, у меня уже стоит, знаете сколько, вы не поверите, еще с тех пор, как был у меня брат. Он покупал, вот осталось от этого, он покупал тоже много, 10 килограмм, и, ну, она стояла в холоде, с ней ничего не случилось. А это 10 килограмм покупала я вчера. Вот так вот, друзья. Ну, наверное, еще 10 килограмм я куплю. Скажите, куда?
Я перемелю ее и отправлю им тоже в Москву. Они очень большие любители. И вот пока она еще есть, пока она еще не пошла в лист, надо будет купить. Ну все, не буду вас отнимать долго времени и сама поработаю. Черемшу я перемолола, как видите. Ой, запах, я вам скажу, как говорил когда-то Аркадий Райкин, специфический. Прям, не знаю, сильный, очень сильный запах у черемши, кто не знает. Так, теперь я сюда добавлю много-много соли. Ну, просто на глаз, я не знаю сколько, но будет соленая, потому что, чтобы она не пропала, чтобы черемша не пропала. То, что черемша очень полезна, наверное, все знают, что тут очень много витаминов, микроэлементов, то, что она снижает давление, снижает холестерин, тоже, наверное, многие знают. Так что, у кого есть возможность, делайте из черемши такой вот соус. Прям даже глаза разъедает. Еще какой специфический запах. Ну, этого нам 100% хватит. А мои племянники и мой брат прям намазывают на хлеб, как бутерброд. Так любят ее есть. Супом, хоть с чем. Мои, правда, не так сильно едят, но все равно едят. И маме нравится очень. Мама в этом году вообще подсела прямо на черемшу. И вареную, и жареную, и сырую. Последний раз поела и немножечко желудок болел. Я говорю, все, в этом году больше не будешь есть. Я сейчас заморожу, а потом изредка буду ей давать. Ну все, разложу по баночкам. Прям глаза разъедают. Так, девчонки и мальчишки, с этой черемшой я справилась. Я не знаю, сколько было у меня черемши до перекрутки. А сейчас у меня получилось, значит, 2, 4 пол-литровых. Так, тут, по-моему, 300 грамм. И 2 по 300 грамм. Я не знаю точно, сколько здесь, там 300. Ну, короче, сколько получилось, сколько получилось. Так, и банки, и крышки я кипятком отдала. Дала им высохнуть. Все. Так. Ну, это пока будем кушать. Все. И теперь в холодильник. Здесь у меня, правда, не будет места. У меня есть еще один холодильник. Он стоит в том доме. Ну, не, как его сказать, ну, в кухне, в которой я еще не сделала ремонт. В новой кухне, мы всегда ее так называем. Если что-то надо или отнести в эту кухню, или принести из этой кухни, обычно я говорю своим мальчикам, иди из новой кухни, что нужно принести. Вот так вот, друзья. Теперь я помою мясорубку и займусь уже дальше черемшой, которую буду замораживать. Теперь буду ее замораживать. Вот чего купила такие контейнеры разные. Вот такие, это у меня бывают и пицца, и лепешки на заказ. А это вот, чтобы положить, придется поменьше по диаметру. В тот раз, когда эти были салаты, я не знала, как их отправить. Надо будет вот так вот положить туда, чтобы быть немножечко подкованной.
купила себе эти формочки. Сейчас будем закладывать черемшу. Так, я сначала большую переложу. Конечно, займет много места в холодильнике, морозильнике. В принципе, у меня морозильник уже и так заполнен. Не знаю. Ну, будь что будет. Так. Дело в том, что в этом году, я повторюсь, из-за того, что была такая погода хорошая, ну, снежная, черемша долго не идет в листок. И вы знаете, друзья, это, конечно, большое подспорье людям, которые живут в горных этих селах, в лесах, ну, рядом с лесами, где растет эта черемша, потому что люди, которые живут там, делают хорошие заработки на этом. Можно сказать, это у них такой бизнес получается. И это хорошо, потому что в республике очень большая безработица, друзья. Особенно мужчинам, потому что наши мужчины на любую работу и не соглашаются же. Женщины-то хоть могут пойти там посуду помыть, посудомойщицей, уборщицей, хоть куда, а мужчинам немножко сложнее. Вот, такие дела, поэтому найти работу у нас трудно. Но рвать черемшу я никогда не рвала, не была. В этом году очень хотела поехать, ну прямо в действительности очень хотела поехать, просто посмотреть и поснимать для вас даже, но у меня не получилось, вот, никак не получилось. Говорят, очень трудно, трудоемкая работа, потому что черемша, говорят, растет вот так вот пучками вниз, вот, и ее надо срезать. Это надо еще найти место хорошее, чтобы... И потом все время идешь, говорит, в гору с этим мешком черемши за спиной, или рюкзак, или спина, вот что, ой, спина, или рюкзак, или мешок за спиной. И поэтому, конечно, если у них много, то тем более стоит, а потом уже после обеда, до обеда, говорит, идут вверх, а после обеда уже с нарванной черемшой идут вниз по склону. А в принципе, что вверх, что вниз по горам, это очень сложно. Так что и мой брат всегда рассказывал, он когда-то, еще когда был, даже не был женат, он когда-то поехал, в Осетии же тоже растет черемша в лесах. И он, сказать, не знаю, то ли с друзьями, то ли с кем-то поехал рвать черемшу. И нарвал, говорит, буквально немножечко, один день только был. У него, говорит, у меня, говорит, растрескались руки. Это же все из-под снега, я не знаю, в перчатках он был или нет. Из-под снега же его надо рвать. Из-под снега, из-под этих опавших листвы нужно сначала прочистить, потом рвать. И он говорил всегда, что это адский труд, никогда в жизни больше не пойду и никогда в жизни не буду говорить, чтобы уступили, когда будет покупать черемшу. И сейчас, когда вот приехал дочку замуж выдавать, он говорит, как может черемша стоить дешевле, чем яблоки, овощи. Это же невозможно. Это его так возмущало, что черемша дешевле яблок. Яблоко-то, говорит, сорвать небольшой труд, да, какой труд рвать эту черемшу. Вот так вот, вот такая вот история с черемшой. Так, вот здесь. Хочу побольше, чтобы положить, чтобы место меньше занимало. Так. Ирина, я тебя и летом буду доставать, когда буду готовить черемшу. Посмотрим, что из нее будет, друзья. Первый раз замораживаю. Вчера мне моя заловка говорила, что все нормально бывает. Ну, нормально, и я сама поняла по той черемше, что у меня на улице замерзла, немножко подмерзла. Вроде бы была хорошо. Так, я еще одну партию замочила, но немножечко оставлю. Все, не буду замораживать. Хочу еще сделать вареники, заморозить тоже.
Сейчас закрою, не буду вас отвлекать долго. Ну и девочки, закончила я свою работу, ну и мальчики тоже. Запаковала черемшу, как видите, плотно, чтобы запах не просочился ниоткуда. 3-4 слоя я намотала пленкой пищевой. И вот в эту сторону и с этой стороны, чтобы ниоткуда он не просочился. Если отсюда просочится, конечно, запах, то то, что лежит в морозилке, стоит только выкинуть, потому что специфический запах это точно. Но я хочу его даже в отдельный холодильник положить. У меня там маленький мамин холодильник, но у него очень маленький морозильник, посмотрим. Там стоят такие ящички выдвижные. Я, наверное, эти ящички просто выну вообще и поставлю его туда. И будет гарантировано, что запах не перемешается ни с чем другим. Вот так вот, друзья. Теперь мне надо... И самое главное, я забыла сказать, что я никогда больше не буду покупать на рынке чищенную черемшу. Не знаю, люди покупают, наверное, или действительно ее надо тоже... Если ее надо вот так вот тщательно перебирать снова, то лучше купить ее вместе с тапками и перебирать, потому что она столько мусора много, или мне попался такая черемша попалась. Даже то, что вот я на съемке закладывала в коробку, я ее обратно вынула, потому что было очень много маленьких этих штучек, там одела очки, перебрала всю эту черемшу, даже уже от того, что сидела долго, и глаза болят, и спать захотелось. Вот. Так что вот так вот, друзья. И сегодня ночью тоже надо постараться не спать. Сегодня священный день, вернее, священная ночь, которая называется, это 15-я ночь месяца Шаабан Бараат. Сегодня рекомендуется, если есть оставшиеся намазы, сделать намазы пропущенные, чтобы возместить их, делать дуа, молиться. И вообще не рекомендуется спать даже эту ночь, а в действительности просить Всевышнего. Друзья, ну на этом свой влог я закончу сегодняшний. Займусь другими своими делами. А вам всем всех благ, действительно. Кто будет сегодня проводить ночь в молитвах, желаю вам выстоять эту ночь. И чтобы Всевышний принял наши дуа, наши молитвы. И чтобы у всех все было хорошо. И давайте все друг друга будем прощать. Простим, если кто-то из нас сидит в ссоре, давайте прекратим эту ссору, наверное. Давайте жить дружно. Вот так как-то, друзья. Ну вот как-то так у меня. Всех благ вам.